Gibi kolor renkli. Mancuk itu mah, mancuk. Apa apa? Oh gitu. Ah, kaduk. Oh, top dah bahan. Top dah. Так, сейчас забираем вот это хвостовое оперение. Kapat üstünde. Kiri kalan abi. Bir maçı giyer bir durum. Hatta ben takarım. Boskan tahar. Tak suka ada. Juga sih mancik terga. Biling kiri lo kanan lo. Надеюсь, что нет.
Inquietan di ti yang ya kan. Eşek kelle bu. O taraf. Tanrım kalan kalan. Eşek bu kelle. O taraf hemen. Mancık tak tak. Mancık tak kelle. İkkili vardı. Better. Hakikaten yakıtı kelle. Tabanca. Там удобно их поймать. Позиция. Картинки. Хрипи. Мандала. Bu petrenkelere barasaydı. Belki üç. Where? Era utara rekkenden. Tetağımma. Kopalar eli. Ha? Mustada? Блин, куда аталганда тебе литр тут. Начинается дождь. Кажется, дождь начинается. Поэтому было сделано вот так. С Николаем сделали крышу над головой. Я маленько поспал, но льды продолжают наступать. Вон там, говорят, последний лед идет.
бракович. Менете? Ага. Сетка кеда. Поехал на разведку проверить, все ли там нормально. Вот так вот толкаем льды, которые мешают нам охотиться на манки наши. Сейчас мы ее толкнем, пусть туда уплывает. Летят утки.
Так, поехал добирать вчерашнего подранка. Поплыл, то есть сегодня вот такая погода замечательная, посмотрите. Сейчас я сделаю вот так, чтобы козырек мой не мешал. Вот. Под утро с ребятами в бинокль мы заметили, что очень много турпана собирается вон там. Очень много. Поэтому сейчас мы двинемся туда, и мы предположили, что именно там сидит подранок, потому что птица такая, что она друг друга видит очень хорошо в воде. И старается держаться ближе друг к другу. Итак, пришли на ужин к ребятам на базу. Иннокентий здесь сварил отличный такой суп из уток. Сегодня обязательно будем есть суп из уток. Вот утиный суп, посмотрите, с селеем. Селей — это мука, добавляется в суп с целью загустения. Поэтому там ребята вон сидят. Там ребята сидят, загорают. Сегодня все-таки 2 июня, летом. Вот утки здесь, вот посмотрите, вот такая красота, вот сварили по охотничьему, по летнему все. Вот. С лепешкой, вот якутская лепешка. Итак, друзья, вот сейчас вот едим уток, и посмотрите, вот предки вот наши якуты, да, вот все охотники и часто добывают дичь. И существует такое, ну сейчас, конечно, это уже этим никто не пользуется, но раньше как бы возможно даже что и пользовались, да. Вот киль, вот этот, ну то есть грудная вот эта вот киль получается, да, утиных, он имеет вот такой вот рисунок, то есть посмотрите, вот каждый год вот этот рисунок по-разному. У кого еще есть? Вот так вот, Иван Михайлович, киль. Вот эти кровяные сосуды, они говорят о том, что, ну, по-разному, кто как трактует, то есть вот это лето, сезон, ну, вот весь вот этот киль, это, возьмем так условно, что это все 3 месяца лета. И из них, допустим, здесь вот первая половина месяца, ну, это я так трактую, должна быть более засушливая, июнь, потом июль уже вот ближе к концу июля начинаются дожди, и август весь в дождях, вот так вот. Это вот, как мне объясняли, что вот так вот должно это выглядеть. Вот, посмотрите, видите, вот кровью вот налитые. И даже вот если взять 2, вот здесь вот тоже начало июня вот сухое будет, а потом уже кровь. Ну вот это уже дожди как бы. Вот, потом еще также у древних якутов есть игра, называется, да, по-русски память, да, по-якутски
мамок. И сейчас вот Николай очищает эту кость грудную. Вот она вот. Вот она вот так вот выглядит. Это, конечно, получается ключица. Вот, утиная. Вот так отделяется она. Сейчас я покажу получше. Посмотрите, вот они вот так. Вообще в древности очень много костей использовалось в качестве развлечений, там для игрушек детских и тому подобное. И вот когда поедали утку, они вот использовали вот эту ключицу для игры. То есть два человека берутся за два края ключицы и переламывают ключицу, но при этом должно быть соблюдено 3 условия. Ну, это условия вот этой игры. Первое. Человек не должен откликаться, когда его зовет, ну, второй играющий игрок. Потом человек не должен брать из рук участника другого участника какой-либо предмет, не сказав слово память. Вот. Помню. Да, помню. Допустим, если я, допустим, с Иннокентием начинаю играть, вот я ему даю, он соглашается на игру, то если он возьмет с моих рук что-либо, вот я ему передам, вот так вот, банку там или еще что-нибудь, и не скажет память, ну, что он помнит, то он проиграл. Вот. Или я его позову, там, допустим, Кеша, он скажет, да, там, откликнется, да. Ну, не скажет, что он помнит, да, там. Все, значит, он проиграл. И еще какое там условие-то? Все, да, наверное? 2, по-моему. Любые, которые Да, оговорены да, участниками. да, вот. Ну, вот такие вот простенькая такая игра. Ну, вот, человеку не давала заскучать, в общем, вот, в древности. Да, даже было такое, что, да, люди на коров, на крупный рогатый скот там играли. И существует такая вот быль, что в Якутии у нас когда-то в древности 2 подруги как-то вот начали играть в игру, вот в эту вот игру память. Ну, заиграли в эту игру. И всю жизнь до старости никто из них не победил. То есть никто не... Всю жизнь помнили, что они играют в эту игру. Вот такая вот существует быль у якутов. Так что так вот. Приятного аппетита, кстати, всем. Так, возвращаемся с ужина на свой пост охотничий. Посмотрите, вот льды полностью напихало. Если мы приплыли сюда вот здесь вот, то сейчас уже все невозможно. Это буквально прошел час. За час вот можете представить себе движение льдов. Приходится тащить лодку. Николай тащит лодку. Я иду за ним. Чуть-чуть осталось. Сейчас мы дотаскиваем до туда и с Николаем плывем на нашу базу.